تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. حبك يا بلادي في العين واسمك محفور على الجبين، حبك إيمان وفي كل مكان فخور فيكي. حي الوطن حيو اسم الوطن علو، في أرضك رجال تهز جبال وتفديكي. وين ما نروح معاك الروح ونشهد علينا الله. تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح وجوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. Уважаемые гости и участники сегодняшнего мероприятия, прежде чем мы начнем открытие выставки «Палестина глазами российских художников», которая сегодня открывается в вашей школе, почтим минуту молчания погибших в Перми. Дорогие учащиеся школы, дорогие гости, для того, чтобы вы понимали, о чем выставка, цель выставки, мы покажем сейчас несколько видеороликов, по которым вы поймете, что происходит сейчас в Палестине, из чего это начиналось, вам будет интересно. И фильм кинорежиссера Виктора Чукарова. Приглашаю вас к просмотру. Палестина и Израиль. Краткая история конфликта. Что произойдет, если построить убежище для преследуемого народа в том месте, где уже живут люди? В этом ролике мы предоставим небольшую информацию о том, как зародился конфликт между Палестиной и Израилем, и о том, что вы можете сделать для достижения мира между народами этих стран. Во-первых, есть несколько моментов, которые помогут понять ситуацию. Первое. Большое количество евреев были вынуждены бежать из антисемитской Европы, особенно в ходе нацистского Холокоста. Сионисты спровоцировали массовую иммиграцию на территорию Палестины, которая в то время была британской колонией. Долгое время небольшие общины евреев жили рядом, бок о бок с большими общинами местных жителей. Но когда ООН предложила еврейским иммигрантам большую часть земли и назвала ее Израилем, для подавляющей части палестинцев это стало началом тотального разрушения их жизни. Они отвергли план ООН, и несколько арабских стран были втянуты в войну против Израиля. Израиль начал сопротивление. В результате свыше 400 палестинских городов и поселений было уничтожено. К моменту окончания столкновений Израиль контролировал 78% исторических земель Палестины. И когда 3/4 миллиона палестинцев, которые бежали или были изгнаны во время конфликта, попытались вернуться к себе на родину, правительство нового государства запретило им въезд. А оставшиеся сотни тысяч их родственников, палестинцев, стали жителями второго сорта в новом государстве, где евреи стали большинством. Сегодня палестинцы и их дети в количестве нескольких миллионов заселились в основном в секторе Газа,
и на западном берегу реки Иордан. Миллионы палестинцев рассеялись по всему свету, причем многие из них до сих пор живут в лагерях для беженцев и мечтают однажды вернуться к себе на родину. Резюмируем вышесказанное. Одна группа иммигрантов обрела столь желанный дом, но в ходе этого образовалась другая группа иммигрантов. И второй момент, который нужно понять. Израиль был основан в качестве государства для евреев. А теперь следует задать вопрос, а что это в точности означает? Было множество идей о том, каким должно быть еврейское государство. Предлагали идею равенства для всех граждан. Но на практике возникло не что иное, как узаконенная дискриминация, направленная на неевреев. Другими словами, как это видно на карте, области, помеченные голубым, демонстрируют желание правительства обрести максимальную часть земель и ресурсов для евреев, а не для палестинцев, живших на этой земле. Вот почему на территории Израиля у евреев особые привилегии, включая право на землю и недвижимость. Палестинцам, которые составляют 20% населения Израиля, в этом отказано. Этот же момент объясняет тот факт, почему Израиль до сих пор не определился со своей территориальной границей. На территорию сектора Газа и Западного берега до сих пор пытаются претендовать с тем, чтобы присоединить ее к тем землям, которые им удалось захватить в ходе войны 1967 года. С тех пор Израиль возвел несколько еврейских поселений по всей территории захваченных земель на Западном берегу, строя города исключительно для евреев и снабжая их инфраструктурами, такими как дороги, военные лагеря, школы, колледжи. Считается, что военная оккупация – это временное явление, но спустя 40 с лишним лет она становится чем-то постоянным и абсолютно несправедливым. На Западном берегу еврейские поселенцы и палестинские жители живут на одной и той же земле, но в рамках двух совершенно разных систем закона Израиля. Еврейские поселенцы контролируют природные ресурсы, включая воды и посевные земли. И они получают поддержку от израильской армии. Для закрепления режима оккупации Израиль разрушил тысячи палестинских домов, уничтожил фермерские хозяйства и сады, конфисковал палестинские земли, способствовал сокращению численности населения в Газе и наказывал за сопротивление путем рейдов, арестов и убийств. И все это ради того, чтобы получить как можно больше земли. Все это усугубило положение палестинцев до такой степени, что они были вынуждены бежать или были слишком запуганы, чтобы сопротивляться. Палестинцы сражались за свою землю. Десятилетиями они пытались отстоять свободу страны путем вооруженной борьбы. И это частично продолжается сегодня. Но большинство палестинцев вместо этого выступают за коллективный протест против оккупации. Глубоко ранящая политика контроля, репрессии и насилия самым жестоким образом сказались на жизни палестинцев, живущих в режиме оккупации, а евреи живут здесь в качестве оккупантов. Это необходимо остановить и достичь мира ради будущего двух этих народов. Но теперь, когда мы объяснили суть проблемы, пришло время подумать над ее решением. Как насчет мирных переговоров? На данный момент получается следующее. Поддержка Израиля со стороны США ухудшила положение на Западном берегу. США помогли Израилю в политике оккупации. Годами проходили многочисленные переговоры. А тем временем Израиль в массовом порядке увеличивал количество еврейских поселений и нарисовал новую карту этих земель. Мирные договоры – это хорошо, если они реальны, но не в случае, если они прикрывают факты захвата земель. Так что же получается? США, мировая сверхдержава, была ужасным другом. Она снабжала Израиль разрушительными видами оружия на земле Палестины и финансировала израильскую армию, самого большого получателя американской финансовой поддержки в мире. Но есть другая сверхдержава, которая может все изменить. Это вы. В мире существует движение, в котором принимают участие сотни тысяч человек, таких же, как вы, включая палестинцев и израильтян, которые протестуют, изучают, разоблачают и бойкотируют, с тем, чтобы организовать ненасильственное международное давление на Израиль, чтобы он прекратил нарушать права человека в Палестине. На протяжении истории, там, где правительство не могло восстановить справедливость, обычные люди, такие как вы и мы, брали дело в свои руки и побеждали. Наступил черед для Палестины обрести свободу и справедливость. Мы можем заставить Израиль остановить оккупацию и дискриминацию.
Мы хотим, чтобы и у палестинцев, и у евреев было равенство, права человека. Мы можем изменить историю. Присоединяйся к нам. هذا المعرض الذي يعبر بلا شك عن عمق علاقات الصداقة بين شعبنا الفلسطيني وشعب شوفاتشيا وشعوب روسيا عموما، كما يشكل تجسيدا لتضامنكم مع قضية شعبنا العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والعودة والاستقلال على أرضه المحتلة من قبل أبشع وآخر احتلال عرفته البشرية على مدى تاريخها الطويل. Данная выставка, несомненно, отражает глубину дружбы между нашим палестинским народом и народами России в целом, а также она является воплощением вашей солидарности с правым делом нашего народа и его законными правами на свободу, возвращение и независимость на его землю, оккупация которой является самой чудовищной и длительной в истории человечества. وفي هذا السياق أؤكد لكم أن شعبنا الذي يسعى لإقامة السلام على أرض المحبة والسلام فلسطين الأراضي المقدسة من خلال تأكيد الرواية التاريخية الفلسطينية القائمة على السلام والتعايش والمحبة بين الشعوب في مواجهة سياسات الاحتلال المؤسسة على محو وتهويد معالمنا الثقافية والتاريخية ومحوها مسيحية كانت أم إسلامية، ونشر الاستيطان ومصادرة الأراضي والتصفية والدمار وسواها من الممارسات العدوانية. سيظل هذا الشعب وفيا أبدا لكل من وقف معه في سبيل تجسيد أمانيه وحقوقه وتطلعاته وحل قضيته العادلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. В этой связи я заверяю вас, что наш народ, стремящийся установить мир на земле, любви и мира, в Палестине, Святой Земле, подтверждая палестинское историческое повествование, основанное на мире, сосуществовании и любви, перед лицом оккупационной политики, основанной на уничтожении и иудизации наших культурных и исторических памятников, будь то христианских или мусульманских, расширение поселений, аннексии земель, ликвидации, разрушения и других агрессивных действий. Наш народ навсегда останется верным всем, кто стоял рядом с ним, чтобы воплотить его желания и чаяния и решить его справедливое дело на основе резолюции ООН и принципа двух государств. إن مبادرة إقامة هذا المعرض متزامنة مع الإعلان عن أول درس في مدارس عدة في شوفاتشيا وتترستان وسواها، كما ضمنت الدعوة عن فلسطين وقضيتها العادلة وحقوق شعبها في الحرية والاستقلال والعيش على أرضه بسلام، أسوة بشعوب العالم، يجسد احتضانا حقيقيا لقيم السلام والجمال في مواجهة الاحتلال وممارساته، ويعزز عمق علاقات الصداقة والتعاون بين شعبنا وشعوبكم، وسعينا معا لخلق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة خالي من العنف والحروب والدمار. Инициатива проведения данной выставки совпадает с посвящением темы первого урока в нескольких школах Чувашии, Татарстана и других регионах палестинскому народу, его справедливому делу и его правам на свободу и независимость, на жизнь на своей земле в мире, воплощая ценности мира и красоты в противовес оккупации и жестокости ее практик, и укрепляя глубину дружбы и сотрудничества между нашими народами. И мы стремимся вместе создать будущее для следующих поколений, свободное от насилия, войны и разрушений. وفي النهاية أنقل لكم تحيات وتقدير شعبنا في الأراضي المقدسة، وكلنا أمل أن نلتقي في معارض مشتركة في مدينة القدس الشريف عاصمة دولتنا المستقلة بعد تحريرها من الاحتلال. كل أمنيات الطيبات بالتوفيق والنجاح لكم جميعا. Еще раз выражаю вам искреннюю признательность нашего народа со Святой Земли. И я надеюсь, что мы проведем множество совместных выставок в самом сердце Иерусалима, столице нашего государства, после освобождения всей нашей Святой Земли от оков оккупации. Примите мои наилучшие пожелания. Успехов вам! Дорогие друзья, мы сегодня встречаемся с героем России Николай Федорович Гаврилов, заслуженный военный летчик Российской Федерации, почетный полярник России, почетный гражданин Чувашской Республики
председатель общественного совета города Чебоксары, почетный гражданин Канашского района, Канашского, Ядринского, Марийско-Посадского района Чувашской республики, член общественного совета при Росавице президента Ассоциации вертолетной индустрии Россия, который хочет говорить о палестинском народе. أصدقائي الأعزاء، احنا اليوم بنلتقي مع أحد أهم الشخصيات في روسيا الاتحادية، بطل روسيا، الجنرال الطيار اللي كان طبعا مسؤول عن طائرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واللي خدم بلده ووطنه وحصل على أعلى المراتب في هذا البلد، وحيتحدث عن معرض فلسطين وعن الشعب الفلسطيني، وسيقدم التهنئة بافتتاح معرض فلسطين في مقاطعة. Великий палестинский народ долгое время, защищая свою честь и достоинство, борется за свою независимость. الشعب الفلسطيني العظيم منذ عقود ببطولة يناضل من أجل الحصول على حقوقه وحريته. За эти долгие годы народ укрепил веру в справедливость и готовность борьбы и идти до конца за свое достоинство. خلال هذه السنوات الطويلة الشعب الفلسطيني تحمل الكثير وهو يواصل طريقه من أجل انتزاع حريته وتحرير وطنه، وأصبح لديه الخبرة والعناد في ذلك. Но другие страны и народы, которые порабощают свободолюбивый народ, при поддержке других, считающихся великим полицейским государством, заинтересованы в разобщенности между нациями и народами. لكن القوى المعادية والقوى التي لا تريد السلام للمنطقة مهتمة جدا بأن لا يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن يكون هناك نزاعات وخلافات داخلية. Они не хотят, чтобы разные страны и народы бурно развивались и имели экономическую конкуренцию с их страной. إنهم لا يريدون أن تتطور الشعوب الأخرى وتكون منافسة لهم حتى في الأسواق العالمية. Они реализуют принцип «разобщай и властвуй». هم يعني يتعاملون مع الشعوب كالتالي: فرق تسد. Я заметил именно такие народы, которые борются за свою независимость. أنا وجدت شعوب كثيرة ونظرت إليها اللي بتناضل من أجل الحرية. Являются очень талантливыми людьми, и в их странах процветают истинно народные, душевные виды искусств. هذه الشعوب اللي بتناضل أنا وجدت إنه عندهم ناس عباقرة، وهم من خلال الفن، من خلال الريشة بيناضلوا من أجل انتزاع حقوقهم. Это картины, مثلا هذه اللوحة، фильмы, أفلام، книги, كتب، песни и танцы. وأغاني ورقصات فولكلورية وغيرها. В этих песнях не слова звучат, а говорит их душа. في هذه الأغاني مش الكلمات هي اللي بتحكي، أرواحهم هي اللي بتنطق وبتحكي. Я с помощью моего друга, доктора Басана, видел много различных выставок картин палестинского народа. أنا من خلال مساعدة صديقي الدكتور بسام شاهدت العديد من المعارض الفنية للشعب الفلسطيني. Все картины палестинских художников очень объемные, имеют глубокий смысл, и я думаю, что у выставки будет большой успех. كل اللوحات اللي بيرسموها الفنانين الفلسطينيين جميلة جدا، وأنا بعتقد حيكون لها يعني نجاح كبير. Они не только палестинские, они и русские. Тут очень много российских художников, больше 50 российских художников. Очень хорошо. Да. Я желаю палестинскому народу независимости, процветания и счастья. спасибо огромное. أنا بتمنى للشعب الفلسطيني الحرية
والصحة والنجاح والسعادة. Это впервые в истории России организуется такая международная выставка «Палестина глазами российских художников». Некоторые художники писали эти картины в Палестине, находясь там, но большинство их никогда в жизни в Палестине не были. И не посещали Палестину, они писали своими чувствами. Они читали историю, они 2 месяца ознакомились, и про каждое место мне звонили участники из Сибири, из Татарстана, из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Нижний Новгород, из Ярославля, из Кирово-Чепецка, из очень многих городов России. Мы всех собрали как единая семья, единая команда, дружная команда. Наша цель – искусство во имя мира. Искусство для продолжения защиты прав людей на жизнь, детей на жизнь, счастья в этом мире. А что еще надо? Что еще надо? Мира палестинскому народу, мира всему народу мира. А для того, чтобы этот мир был, опять же, надо любить. Вот большой любви всем нам, в том числе чувашскому народу, палестинскому народу, да и всем народам нашей дорогой, милой, любимой земли. Доктор Басам организовал это мероприятие, и очень хороший проект, я считаю, который, в общем-то, впервые в России проводится, и на такой волне, что искусство за мир. Каждый художник, наверное, испытывает это как праздник. И выставка получилась, знаете, как бы неожиданной стороны. Поэтому очень приятно видеть картины. Анунаки – это Ану, это значит с другой планеты человек. Это и первый из анунаков. Который спустился. После него уже появились тут Энки, там, Иштар. Вот эти вот богини, цивилизация пошла совершенно другим путем. Выставка направлена на защиту мира на земле, чтобы люди жили в мире, в свободе, чтобы людей
была возможность развиваться, учиться, общаться с миром. Хотели показать в своей работе палестинский рынок, историю народа, историю искусства, народного искусства. И показать, что древние традиции, они существуют на земле. Именно собрались очень много русских художников, которые известны не только в России, уже во всем мире, как они видят Палестину и показывают Палестину в их глазах. والله يا حرب في الوطن زي العبد بالصدر محلى محلى Выставка, которая имеет вот такие мирные корни, которые направление к развитию, направление к тому, чтобы люди понимали друг друга, любили и уважали вот эту вот ценность жизни. Для меня они ласточки. Это символика дружбы людей, друг друга никогда не бросать. Ласточки они такие, они никогда, если хищник нападает, они все кидаются, они побеждают. Вот я хочу, чтобы и палестинский народ, и чуваши всегда были, друг другу помогали в нужный момент, защищали. Вот такие должны быть, как ласточки.
художнику хочется отметить, вот, очень интересные есть работы, это очень приятно. Очень благодарен организаторам такого форума искусства мирового, российского и чувашского масштаба, объединяющий все народы, не только России, а всех тех, которые испытывают огромные боли и сострадания народу Палестины. Палестина – это святая земля. Туда стремились всегда художники, как и в XIX веке, так и до сих пор, и раньше. Поэтому, когда будет целостность этого, будет мир. Божьего благословения всем. Я хотел бы поблагодарить художников, участвующих в выставке «Палестина глазами русских художников», а также тех, кто ее организовал, в особенности уважаемое правительство и дружеский народ Чувашии, а также организацию Ассамблеи представителей народов, проживающих в Чувашской республике, и уважаемого доктора Басам Балаев, президент Ассоциации дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Льва Пантелеймоновича Куракова, который эту здание построил, который основал Дом дружбы народов, который основал Ассамблею народов Чувашия, который был объединитель народа, который никогда не держал зло ни на кого и простил всех, кто в этой жизни его предал. И поэтому, проводя эту сегодняшнюю встречу, вот студенты подошли сейчас из разных высших учебных заведений, они обучаются у нас. Они показывают пример, они получают образование здесь, становятся послами Чувашской республики, Российского государства в других странах. Они будут сеять добро, они будут сеять согласие и мир. И мы должны поэтому всех уважать, всех любить, всех ценить. А палестинскому народу сказать, правда победит всегда. Сегодня в гостях в вашей школе представитель Палестины, иностранный студент Чувашского государственного университета имени Ульянова Шахадер Сухаев, который учится на факультете стоматологии. Он исполнит песню на арабском языке, которая называется «Маутыни». Песня о родине, песня о Палестине, о красотах, о мире и согласии. Yeah.
А тебе, Палестина, эти картины. А тебе, Палестина, они говорят. Эти горы, равнины, города и оливы. О священной земле, о священных садах. Палестина – страна, подарившая миру множество пророков, ставшая свидетельницей зарождения мировых религий. Именно истории, культуре и богатым обычаям этой страны было решено посвятить сегодня новую выставку, открывшуюся в школе 55 города Чебоксары. Экспозиция «Палестина глазами художников» собрала работы уже более 200 художников, работающих в разных жанрах. Каждый мазок, каждый штрих, мельчайшая деталь ярко и красочно передают атмосферу палестинской земли, непростой истории Палестины. Среди участников выставки мастера из различных регионов и городов России: Чувашии, Новочебоксарск и Батарево, Татарстан, город Чистополь и Лениногорск, Мариэл, Башкортостан, Вологодская область, Киров и Кировская область, Хакасия, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Кирово-Чепецк, Череповец, Набережные Челны, Лысково, Кострома, Елабуга, Димитровград, Ульяновской области, Комсомольск-на-Амуре. В выставке уже принимают участие и зарубежные художники из разных стран: Иордания, Йемен, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия и Тунис, и, конечно же, из самой Палестины. Для открытия выставки «Палестина глазами российских художников» и приветственного слова приглашаем директора школы номер 55 Гурьянова Александра Владимировича. И организатора, вдохновителя выставки, президента региональной общественной организации Чувашской Республики, Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, доктора права Аль-Балауи Басам Фатхи. Приветствую! Добрый день, уважаемые ребята, уважаемые гости. Сегодня мы открываем уникальную выставку. Уникальная тем, что в каждой картине мы видим культуру, историю Палестины. А тут то, как народ относится к своей родине. Я вот тоже посмотрел картину и увидел действительно красоту Палестины. Но в то же время, в каких условиях живут там палестинцы. И в каждой картине в то же время я увидел тот луч света, на который надеется народ Палестины. И это самое важное. Как народ относится к своей родине. Увидел даже вот в одной картине девочку, которая спасла дом, который разбомбили, и она спасла свою куклу и свою картину, свой рисунок своего дома. И она закрывает ладонью глаза куклы, чтобы она не видела, как бомбят, как разрушают дома, как она относится к своей кукле, как мама к своему ребенку. Спасибо. Хочется выразить, конечно, слова благодарности доктору Басаму. Благодаря доктору Басаму мы проводим сегодня открытие выставки, и благодаря доктору Басаму продолжится у нас выставка, у нас школа. И, конечно же, придут в нашу школу, посмотрят нашу выставку не только наши учащиеся, но и учащиеся соседних школ,
детских садов. Спасибо, доктор Басар. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо вам большое. Именно вы будете строить будущее России, будущее Чувашии и будущих народов. Поэтому от вас будет зависеть очень много. Учитесь хорошо. Знайте всегда, что Палестина, из которого вышло христианство, на котором земле, на котором родился Иисус Христос, она всем желает добро и мира. Палестина, которая подарила миру мир, очень жалко сегодня иметь такого мира, жить, как вы живете. Поехать в школу, вернуться домой целым и другим. Вы не представляете чувства родителей, которые ждут возвращения своих детей из школы. Вернутся ли или нет. Увидят они их больше или нет. Вот коротко в чем находится палестинский народ под оккупацией. Но сегодня хочу вспомнить о прекрасном, величайшем художником, который с нами принимал участие с первых дней, когда мы объявили о выставке «Палестина глазами российских художников», и был последний визит у него в Чебоксарах 15 марта, когда мы открыли первую «Палестина глазами российских художников». Сегодня 40-й день, как его с нами нет, как его с нами нет. Это Киргизин Валериан Николаевич из города Волгоград, великолепный, душевный, замечательный человек. До этого он тоже делал у нас персональную выставку в Чебоксарах. Все его знают. И наш директор, дорогой директор Дома дружбы народов, Тукмаков Юрий Алексеевич, который здесь присутствует, тоже хорошо его знает. И вместе с нами открывали его выставки. Вот. Но таких людей не умирают, потому что их картины есть, картины, которые имеют тему. Не просто цветы, какие-то там, не знаю, что, там, растения или трава, нет, там темы. Поэтому очень здорово, когда художник показывает направление будущим поколениям, как надо свет увидеть. Как говорят в конце примерно, сколько бы ни было трудностей, всегда свет появляется в конце мира. Хочу вам всем пожелать хорошее ознакомление с палестинской историей, палестинской культурой. И как сказала ведущая Анна Геннадьевна, что на палестинской земле родились пророки, и кто не родился там, он прошел через Палестину. И из Палестины дорога к небу, дорога к Богу, до всех религий земного шара. Я надеюсь, что вы все когда-нибудь вместе с вами поедем в экскурсию на свободную Палестину. Но сегодня мы с вашим директором, моим другом Александром Владимировичем, который я уже давно знаю, не один год, знаю, когда он еще был глава Горно-Марийского района, который по площади больше, чем государство Сингапур в 5 раз. А он сегодня ваш руководитель. Цените такого директора. Я не знаю таких директоров. Но он очень благородный. Мы с ним организовали не один раз мероприятие. И с его помощью, я думаю, вы очень далеко в жизни пойдете. И сегодня с ним подписан договор о сотрудничестве, в котором для вас откроются новые пути, новые знания, новые дороги общения с палестинскими и арабскими детьми. И онлайн, и совместные проекты. Будем делать все для того, чтобы вы через вас укреплялась наша дружба, взаимопонимание и согласие. У нас нет никакая цель, кроме дружбы, чтобы мы друг друга любили, защищали,
относились с уважением друг к другу, тогда все будут счастливы. Вот я вам скажу один вещь. Вот если каждый из вас утром вставая, кому-то сказал доброе слово, не только вы, хочет на свете, поверьте мне, вся земля, все жители Нового Шара будут очень счастливы. Я вижу здесь, уважаемые гости у нас в зале, что автор фильма, который вы видели, Чугаров Виктор Александрович, Палестина глазами российских художников, кинорежиссер присутствует вместе с вами. Вот я вижу представитель Союза писателей, профессиональных писателей, журналистов Чувашии, Лидия Ивановна Липова. Я вижу своего друга Николай Михайлович Адьор, создатель музея СССР, этот советский, душевный, доброе сердце человек, который сразу очень практично подходил и говорил: все, заключаем договор, будем организовать примеры. И с этого лежит дружба, защите, взаимопонимание, согласие, защите жизни на земле. Я его приветствую художников наших, которые сегодня присутствуют, наш славный художник Павлов Александр Вячеславович, замечательный художник, очень сильный, пишет такие картины, которые, я считаю, станут просто мировыми картинами. И о них узнаете весь мир. Я только мне показал одним взглядом одну картину, я помню, какое будущее этой картины. Я вижу еще у нас Наумова, Ирина Гаврилова, великолепный мастер, единственный в Чувашии такой мастер, который на стекло делает вот такие прекрасные работы. Вы увидите ее работы, они здесь. Я всех вас благодарю. Благодарю вот у нас еще от нашего друга Лухма, его команда здесь. Ялина вот присутствует, Григорьева, очень приятно. Вот. И остальных, наверное, наш дорогой член правления, учредитель Общества дружбы и сотрудничества международного Чувашии и Палестины, Подлазовик Виктор Александрович, который постоянно с нами, куда бы мы ни поехали, такие добрые фильмы создают, такие прекрасные, которые останутся в истории на очень долгое время. Спасибо вам всем огромное. Желаю вам приятного продолжения нашего мероприятия. Я бы сказал, праздник культуры Палестины, праздник согласия, взаимопонимания. И я передаю трубку, микрофон передаю Ане. Приглашаем Александра Владимировича и доктора Аль-Балау Басам Фатхи для подписания соглашения о сотрудничестве. Спасибо большое. Думаю, этот договор мы сначала делаем дело, потом подписываем договор. Открываем, потом подписываем. А не так, которые подписывают договора, и потом лежат долго, они не вспоминают. У нас будет очень много еще мероприятий по этому договору, связанных с нашей школой, которые станут образцом всех школ Чувашии. Я думаю, в этом и нас поможет. Спасибо большое. Для укрепления дружбы и сотрудничества. Спасибо.
Так, дорогие друзья, я с удовольствием вручу благодарственное письмо дорогому другу, вашему директору Александру Владимировичу, который только что со сцены рассказал вам о картинах, которые затронули его душу. И это благодарственное письмо не случайно, я выбрал эту картину, потому что она тоже захватила мою душу. Пожалуйста, я вам вручаю благодарность. Еще те, кто помогали ему, развешивали наша выставка, и очень красиво и приятно это удалось сделать. Это у нас Таракова и Инна Васильевна. Я приглашаю Татьяну Владимировну. Коллективу школы, администрации школы тоже вручить благодарность. Администрации средней общеобразовательной школы номер 55 города Чебоксары выражает благодарность академику Международной гуманитарной академии Европа-Азия, президенту Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, доктору права Аль-Балауи Басам Бадхе за подготовку и организацию 6-й международной художественной выставки «Палестина глазами российских художников». И надеемся на дальнейшее сотрудничество. Также благодарность вручается Аль-Балауи Марине Васильевне. Благодарность вручается Петровой Анне Геннадьевне. Благодарность вручается Чугарову Виктору Александровичу. Благодарность вручается Павлову Александру Вячеславовичу. Благодарность вручается Подлацовику Виктору Александровичу. Всем большое спасибо. Приглашаем на сцену руководителя музея советского быта, сделано в СССР, Николая Михайловича Адерна. Прошу поддержать, потому что фильм снимают. Видите, лучше себя на сцене. Добрый день, уважаемые гости. Я доктор Басам знаю много-много лет. Ну, наверное, почти 20 лет. Он является для Чувашии неизменным послом Палестины, Чувашской республики и всего Поволжья. Ну, Марийской республики тоже, конечно, он везде пустили и так далее. Доктор Басам — это удивительный человек, очень интересный собеседник, у него очень много планов. Мы буквально неделю назад почти случайно в ходе подготовки этого музея встретились. Я их повел на 5 минут наш музей СССР. Там не только музей СССР, там музей города Чебоксары и музей Кирилл Верхней Бумажки, откуда я родом, и именем которого называется и наш магазин.
я пригласил их на 5 минут, мы не управились. Час с лишним ходили от экспоната к экспонату, им очень понравилось, меня буквально поразило его любовь к Советскому Союзу, самому мощному, можно сказать, передовому государству мира того времени. К сожалению, мы сейчас отстаем и, я не скрываю, сдаем многие позиции. Вот слушали телевидение, когда в ассамблее и так далее выступает Россия, 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 ну буквально по площади там спортсмен не пускает, поэтому нам нужно сделать рывок умением, нашими силами, духовной силой, трудом, работой везде и всюду, несмотря ни на что, у нас, к сожалению, много очень бюрократов тоже развелось в наше время, поэтому, в частности, я призываю вас написать об этом музее, об этой выставке свои заметки молодежной газеты «Тандаш», «Ровесник», там, можно чувашский, можно русский язык писать. Вообще можно писать, вести дневники каждодневной жизни. В Швеции очень много пишут, и у них являются, дневники ведут, и у них нобелевских лауреатов 5 раз больше, чем в России. Вот такой стране. Призываю, пользуюсь моментом, в наш музей Советского Союза, музей СССР, пополняются экспонаты, мы их собираем, там экспонатов более 10 тысяч на этот момент. Наверное, я не скрываю, лет через, может быть, 5, 6, 7, 10, все это здание станет музеем. Может быть, постепенно и нас, я откровенно говорю, выжмут из торговли, сетевые магазины, может быть, но мы зря сидеть не будем, пополняем и будем правдиво рассказывать про Советский Союз. Вот взрослые даже приходят и удивляются, там выпускалось много чего, а ныне у нас не выпускают там в Китае, в других странах. Конечно, нужно будет взять реванш, разозлившись по-доброму, что мы не такие уж слабые, отсталые, обрести, может быть, второе дыхание, может быть, смелее, и вывести нашу страну вперед, как Советский Союз занимал в свое время. Спасибо. И кружится планета над нашей родиной дым, а значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнений прочь уходит в ночь,
ночью ходит в ночь отдельный 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. Валентина Семенова. На сцену приглашаем Эльвиру Соловьеву. Музыка и слова Галины Белгарис. «Медовый запах слов». Встречайте. Духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание очень важно для нашей молодежи. И если кто-то из вас приобщится к творчеству, к музыке, к изобразительному искусству, и вы будете нести миссию добра и мира, это будет очень здорово. Поговорите, люди, отогрейте свои мечты, затерянные и тяжелых. Остановитесь, люди, пожалейте святой любви, загубленный цветок. И одиночество уйдет незримо, и схлынут неудачи, как волна. Давайте не пройдем друг друга мимо, придет тогда и осенью весна. А осень раздает манисты золотые, а осени не жаль наряда из парчи. Она их на улыбки заменит на простые и на глаза друзей, что ярче, чем лучи. Друг другу люди души приоткройте, снимите отчуждение вуаль, и нежностью весны сердца укройте, сметите с душ паучью вы печаль. Метель пусть заметет устало взглядом, растопит лето весь вчерашний вздох, и вновь душа душе пусть будет рада. Давайте, дружки, запалить костер. Как мало счастья люди на планете, но слышат ждущие зов святой молитвы. А вслед из дома пусть не гибнут дети, попросим мы прощения у судьбы. Пусть наши души будут позывными, как стая самых ярких огоньков, открытыми сердцами и простыми, друг друга покорительно для без слов. А осень раздает манисты золотые, а осени не жаль наряда из парчи. Она их на улыбки заменит на простые и на глаза друзей, что ярче, чем лучи. Она их на улыбки заменит на простые и на глаза друзей, что ярче, чем лучи. Выставка, открывшаяся сегодня в вашей школе, уже шестая. А с чего и с кого же все начиналось? Как родилась идея создать эту прекрасную, уже масштабную выставку? А началось все с этой прекрасной девушки, которую зовут Бычкова Светлана. Она художница. 13 марта 2021 года она вместе со своей дружной командой художниц Баймяшкиной Еленой, Юсуповой Зидой, город Казань, Балашовой Ольгой, город Кирово-Чепецк, приехали на празднование Дня Палестины, которое проходило здесь, в Чебоксарах, в Доме дружбы народов.
Светлана привезла с собой картину в подарок доктору Басаму, на которой была изображена главная мечеть Палестины Аль-Акса. Аль-Акса находится на Храмовой горе в Иерусалиме. Мечеть, как вы видите на картине, изображена в снегу, хотя там никогда не бывает снега. Для Светланы мечеть, которую она изобразила заснеженной, это символы защиты и мира. Мечеть – святыня ислама. А снег – это символ чистоты, начала нового. Именно о мире и новой жизни мечтает палестинский народ, находясь под оккупацией уже долгие, страшные годы. Как у святых создателей путь к великому нелегок, так и Светлана добиралась до Чебоксар в холодную зиму с препятствиями. Это было ночью, было очень тяжело. Сначала отменили автобус в Ярославле, который и так только раз в неделю ходил до Чебоксара. Потом она хотела прилететь на самолете, но в то время пандемии самолет летал только 2 раза в неделю. И это был уже не вариант. Так как для того, чтобы прилететь сюда на самолете, требовалось 2 дня. Она бы опоздала. Но Светлана не отчаялась, нашла машину, кто ее довез до города Иваново вместе с 2 картинами, где уже ждала ее машина, вы не представляете, машина грузоперевозки, которые радушно согласились ее довести до Чебоксар вместе с прекрасными картинами. Путь выдался очень сложным и очень нелегким. После мероприятия, вот она здесь приехала в Чебоксары, уставшая после долгого длительного пути. Это мероприятие в Доме дружбы народов 13 марта 2021 года, День Палестины, где Светлана вручила картину «Мечеть Аль-Акса» в подарок доктору Басаму. После мероприятия художницы сидели в гостях у доктора Басама и решили, что выставке быть. Нужно создать выставку, посвященную Святой Земле Палестине, и провести ее не в любой день, а 15 мая. 15 мая, дорогие учащиеся, это день Накба. Накба в переводе с арабского языка означает «день катастрофы». Именно 15 мая 1948 года это день трагедии палестинского народа, изгнанного со своей родины в результате создания государства Израиль. 15 мая 2021 года состоялось открытие первой выставки, сегодня она уже 6-я, и 30 сентября 7-я будет выставка уже в городе Ярославль, а в ноябре в Общественной палате Москвы. То есть до таких масштабов уже доходит выставка. Выставка «Палестина глазами российских художников», как я уже сказала, 15 мая 2021 года открылась в Доме дружбы народов города Чебоксары с участием тогда еще 50 художников с разных городов и регионов России. Вот такая вот история создания и рождения выставки. Приглашаем на сцену директора Дома дружбы народов Токмакова Юрия Алексеевича. И художников из прекрасной дружной команды, внесших и вносящих свой неоценимый вклад в развитие международной выставки «Палестина глазами российских художников», значимый вклад в благородное дело, важность которого сохранение и укрепление дружбы, согласия, принятия и взаимопонимания между народами через искусство. Павел Александр Вячеславович и Альбалова Марина Васильевна.
Есть еще присутствующие художники? И Ирина Наумова. Добрый день, уважаемые педагогические коллектив школы, уважаемые ученики, гости сегодняшнего нашего мероприятия. Сегодня действительно знаменательная дата для школы, я считаю. Сегодня в школе открывается уникальная выставка. Вам рассказали, узнали историю открытия этой выставки. Она зарождалась в Доме дружбы народов при участии у нас председателя комитета сотрудничества между государствами Палестины Чувашии доктора Басам и группы инициативных художников Чувашской республики и других регионов. Во-первых, я хочу пару слов таких теплых, хороших сказать про доктора Басама. Мы с ним знакомы уже пошел 3 года, когда меня назначили директором Дома дружбы народов. Но в данное время я не директор, а руководитель Дома дружбы. Название должности немного поменялось. Что я хочу сказать про доктора Басама? Это действительно человек, настоящий патриот своей страны. Если, скажем, Палестина за несколько тысяч километров находится далеко, я считаю, это тело, да, сердце Палестины находится у нас в Чувашии. Это вот доктор Басам. Вы даже не представляете, какой он патриот, настоящий гражданин своей родины, своей страны, потому что он болеет за свой народ, за свое государство. И вот, открывая выставку, он хотел через вот эти работы художников Чувашской республики, других регионов, сейчас уже выставка даже международная, познакомить нас, жителей Чувашии, Российской Федерации, с культурой, с традициями, с историей Палестины, палестинского народа, со страданием палестинского народа. Я даже скажу больше. Вот вы даже не представляете. Доктор Басам более 20 лет не видел свою маму, не может выехать туда, в связи с сложившейся обстановкой. Вы представляете, вот зная, что есть мама там, она пожилая, она старая, он ее не может навестить. Такая вот сложилась ситуация, обстановка тяжелая. Поэтому я поздравляю с открытием уникальной выставки всех нас. Это, я считаю, большой подарок для школы, большой подарок для жителей города Чебоксары, Чувашской республики, данная выставка. Хочу пожелать этой выставке процветания, расширения. Я даже затрудняюсь сейчас назвать, потому что не буду называть точную цифру, я не знаю, художников участвующих, но это количество растет с каждым днем. Все больше и больше художников регионов Российской Федерации и международных присоединяются к данной выставке. Палестина глазами российских художников. Не только российских, наверное, можно поменять, даже международных художников можно назвать. И как результат, как вам уже сказали, в ноябре данная выставка будет открываться в городе Москва в Общественной палате. Это, я считаю, очень большой результат. Это вот группа художников инициативных. Я им всем желаю творческих успехов, всем авторам этих работ, прекрасных работ. Посмотрите, может, даже уже посмотрели этих прекрасных работ, творческих успехов хочу пожелать, процветания, чтобы у них всегда было желание писать, творить картины, произведения и радовать нас своими картинами. Ну а доктору Басам и всему палестинскому народу, конечно, я желаю счастья, независимости, чтобы они наконец-то обрели свою территориальную целостность, независимость. И также вот я искренне желаю от всей души, в ближайшее время все-таки вот доктору Басам может выехать на родину, повстречаться с родными и близкими. Спасибо, доктор Басам, то, что вы у нас есть.
благодаря вам мы знаем про Палестину больше. Ну, благодаря этой выставке мы знаем еще даже больше про Палестину, про дружественную нашу страну вашей. Спасибо вам большое. Спасибо за прекрасные слова, за пожелания нашей творческой группы. У нас сложилась такая вот старание доктора Басана, сложилась творческая группа из разных городов, люди, как вы знаете, да, и в том числе из арабских стран, не только из городов России. Вот. Мы будем и дальше стараться эту тему раскрывать в своих картинах. Спасибо за внимание. Нам творческих успехов. Спасибо администрации школы, Александру Владимировичу, коллективу школы за возможность показать свои картины. Вот. На этом, наверное, все мое слово заканчивается. Всем спасибо. Профессиональные художники. Мы работаем, начало работы с 15 мая. Как ты? Чем ты? Я сказала? Или и так вот постепенно наши работы заработали. Сейчас, вот, я, конечно, вчера повесила работу. Еще две работы заработались, еще одна работа галереи Заимова в Казани тоже. Ну, мы вот сейчас работаем именно над палестинской темой. Это очень интересная работа на самом деле. Я вас всех от всей души благодарю, спасибо вам большое. Я думаю, что мы и дальше будем сотрудничать. Вы же наш самый главный идейный руководитель. Мы за вами идем. Мы за вами, да. Вот, поэтому и дальше мы будем сотрудничать. Спасибо вам большое. Я девушка скромная. Ну, все будет хорошо, я думаю, да. Конечно, в этой выставке участвую как непрофессиональный художник, художник-любитель. И мои работы сейчас находятся в Казани, назвательные. Ну, что я хотела бы сказать. Большое спасибо руководству школы. Большое спасибо ребятам вам за внимание, что вы пришли, чтобы уделили внимание данному мероприятию. И очень хотелось бы, чтобы, нельзя все это прошло, какой-то свет оставило наше мероприятие, наша выставка в ваших сердцах, зародила какую-то искру интереса к Палестине и вообще к международному сотрудничеству в области культуры, в области художественного творчества. Вы увидели для себя какие-то новые интересные горизонты, которые открываются для людей, которые сотрудничают в области искусства. Может быть, вы сами когда-нибудь поучаствуете в подобных мероприятиях, почему бы нет, это для всех не закрытая тема, для всех она открыта. Творите, тоже вступайте в ряды художников, и тоже у вас будут какие-то интересные события в вашей жизни. Но чего я хотела еще, не хочу долго задерживать внимание, потому что все рассказали, но просто хочу сказать, что Палестина, как вообще Ближний Восток, это всегда точка притяжения для художников российских. Для наших, начиная с времен 19 века, наши художники интересовались Палестиной, они ездили туда, рисовали Святую Землю. И вообще культурные связи между Россией и Палестиной, они имеют тысячелетнюю историю с момента принятия христианства в России. И в 19 веке было организовано императорское палестинское, русское палестинское общество, которое занималось делами паломников, которые посещали святые места в Палестине.
разборки Поленов, Верещагин, знаете, прекрасно этих наших великих художников. И дело в том, что вот мне что мне говорят профессиональные художники, которые закончили академию. Я общалась недавно с нашими художниками, которые закончили Академию художественной Репина, да, в Санкт-Петербурге. Они говорят, почему Палестина их так манит? Они на Ближний Восток ездили, рисовали там. Почему? Потому что вот они в Санкт-Петербурге, когда рисовали природу, город, вся наша природа, она такая пасторальная, такая, она очень нежные оттенки цветов, такая она пастели каких-то, может быть, не очень яркая, она красивая, но не очень яркая. Но когда они приезжают туда, в Палестину, в Сирию, вообще на Ближний Восток, они поражаются тому, какой цвет в природе, они поражаются этой гамме цветовой. И они говорят, боже мой, познать цвет природы можно только поехать туда. И они через вот эти поездки, через вот это перерабатывая эту красоту природы именно там, они говорят, мы познаем красоту цвета, его сочетания этих цветов. Поэтому, конечно, картины, посвященные Палестине, они бывают такие яркие. Им удивляются очень многие наши художники, которые нарисовали, они взяли очень яркие, сочные цвета, не потому что это не какой-то там моде, знаете, как у театра сейчас все очень яркие, а потому что реально там природа такая. Ну, я желаю вам вдохновиться, получить что-то для себя, для своей души. Спасибо вам большое. Есть заранее были сделаны благодарственные письма и дипломы. Наша Ирина Гаврилова у нас Вячеслав, наш славный художник, Александр Вячеславович, и Эльвира у нас, Эльвира Александровна. Они фотографии успели сделать, у нас, так и видите, все у нас в доме, все у нас фотографии письма, они купили в ванне с портретом каждого, поэтому мы не заказываем фотографии, дорогие друзья. Пожалуйста, прощения. Спасибо вам большое, вы прекрасная команда, замечательные, очень хорошие. Ученика частной школы 6 класса Селезнева Егора, Игрушки. Как же мне плохо без тебя. Я не могу дышать свободно.
На сцену приглашаем учениц школы номер 55, ученицу 9 класса Каримову Хикая со стихотворением о маме и ученицу 4 класса Намазову Наим со стихотворением о ее родине Азербайджан. El bilir ki sen benimsen, yurdum yuvam meskenimsen, anam doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki bağlıyam sana, hangi səmdə, hangi yana, hey utsam da yuvam sənsən, elim, gülüm, obam sənsən. О, инсвальмачи, когда азимас, мазар, намачи заирузамин, андасти модарон, вайму на форму масанкаш, вайфута алимедон, олитарин тузмон, модай азим, мудат колония азим. Выставка «Палестина глазами российских художников» – это еще один шаг на пути укрепления дружбы между народами, странами и культурами, которая дает возможность навести мосты между обществами и способствует укреплению международного мира и сотрудничества, взаимопонимания и примирения. Быркова Ирина Владимировна с песней «Доброта». Это все. Доброта и наука.
нам благодарственное письмо, вместе с ним интересные палестинские картины. Честно скажу, вот это именно знаменитый взгляд Алханского писателя, его картины, вот это палестинский художник, который нравился. Спасибо вам большое. Приглашаем на сцену иностранного студента, представителя Палестины Шихадет Сухаев. Он исполнит песню на стихи классического поэта, которого вы все знаете, Александра Сергеевича Пушкина «Я вас любил». Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томил. Я вас любил так искренно, так нежно, когда я вам был, любимая, без других. Я вас любил так искренно, так нежно, когда я вам был, любимая, без других. Меня зовут Евгений Мальков, и специально для этой выставки я сочинил стихотворение про Палестину. Вновь я хочу сказать о Палестине. Здесь снова бой, и снова льется кровь. И снова горько плачет мать о сыне, украдкой пряча слезы и любовь. Вот и война, прошу остановиться. Достаточно смертей, сирот и вдов, и матерей, глядящих скорбно в лица. Такое завещал закон Христов. Твой сын недавно пел и веселился, с друзьями сын любил встречать рассвет. Сегодня ж он в могиле очутился. Вчера он был, сегодня его нет. Он не ушел, просто шагнул в бессмертие. Для матери он рядом и живой. Нет, не нужна война, просто поверить, коль сыновья не возвращаются домой. Долгие годы под жесткой блокадой, на собственной родине кровь проливая, музыка их стала повседневной отрадой. Надежда и вера в свободу не тают. С раннего детства дети питают любовь к своей родине, к своей Палестине. Страхи, разруха и бомбы летают, но вера в свободу в их внутренней силе. Идут на работу, идут на учебу. Каждое утро под кровью разрухи сердца их пропитаны сильной любовью. Они хотят жить в своей Палестине. Мы сильные духом, мы палестинцы. Это наша земля, земля наших
наших предков. Мы будем играть на музыке жизни. Мы будем дышать в своей Палестине. Моя Палестина, мой род, мои предки взывают от силы и благословения. Вы наша защита, великие предки. Моя любимая Родина, моя Палестина. Это стихотворение «Моя Палестина» собственного сочинения. Оно родилось год назад, утром в 5 утра 18 марта 2021 года, когда мы должны были проводить День Палестины, но, к сожалению, началась пандемия. Стихотворение родилось после просмотра фильма «Музыка войны», который, к сожалению, мы сегодня не смогли показать, но если у учащихся школы есть желание, этот фильм вам обязательно здесь покажут. Он очень пронизывающий именно про детей, которые сейчас находятся в оккупации в Палестине. И как маленькие детки вы можете ознакомиться с некоторыми этими картинами, они просто раздирающие душу до слез, как вот маленькие детки сидят и играют под бомбами, настолько сильные духом, они другие, они воспитываются сейчас там, в такой ситуации, но эти дети, именно эти дети, это будущее Палестины, именно эти дети, объединившись, освободят свою родину и будут жить и дышать в своей Палестине. Искусство объединяет человечество. Ценности великого искусства победоносно проходят через бури земных потрясений. Под знаком искусства мы побеждаем, красотою мы объединяемся. Именно только единением и дружелюбием можно строить во благо и улучшение жизни. Валентина Семенова с песней «Надежда». Надежда никогда не умрет. И надежда в свободу будет жить у палестинского народа. И дай Бог, по воле Аллаха, Палестина в скором времени станет свободной. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди,
двух легендарных людей, именно величайших и легендарных, которые каждую выставку помогают и оставляют в памяти навсегда и в истории свои фильмы о наших мероприятиях, о выставке и о Палестине. Виктора Чугарова и Виктора Подлазовика. Аня молодец, вы хорошо идете, скажете разом лучше и лучше. Спасибо вам всем счастья и удачи. И стройте свой шаг, тогда всегда будет мир на земле. Поздравляю вас с этой выставкой. Вы наверняка порадуетесь, глядя на эти картины, что-то подумаете, что-то растите у себя в сердце. Учитесь миру, добру. Спасибо, дорогие друзья. Наш чрезвычайный полномочный посол государства Палестины Российской Федерации посмотрел фильм Виктора Чугарова о нашей первой выставке. Отправили его специально благодарственное письмо. Все получили, Виктор Подлазовик получил, Александр Виктор Чугаров никак не ловил, догадался, поэтому только сегодня, через 4 месяца, я ему получаю это благодарственное письмо от посла Палестины. Еще благодарственные письма за то, что он с нами всегда есть, присутствует и освещает нашу жизнь. Спасибо вам всем, дорогие друзья. Виктору Подлазовику еще будет у нас благодарственные письма, что вы обязательно. Сегодня на базе 55-й школы города Чебоксары проводится выставка «Палестина глазами российских художников». Эта выставка приурочена для того, чтобы поддержать народ Палестины. Народ Палестины находится сейчас в очень трудной ситуации, и мы, проводя эту выставку, поддерживаем их. Хочется сказать слова благодарности организатору этой выставки, доктору Бассану. Он многое сделал, объединил наших художников, объединил художников с других регионов и с других государств, в том числе из Палестины. Эта выставка как проводится в рамках живых уроков. То есть ребята, не выходя из школы, могут посетить вот эту прекрасную выставку. على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
бедствий и войн, их разрушительных последствий, отнимающих жизни других ни в чем не повинных людей. Все люди должны соединить руки для того, чтобы братство, дружба, мир, согласие между людьми, принятие и взаимопонимание распространились на земле. Давайте все присутствующие в зале соединим наши руки, сделаем большой круг дружбы, создадим единую, мощную, созидательную энергию и запустим ее в мир. Дружба между людьми бывает. Дружба между странами должна быть, потому что нам завтра жить в этом мире. И чем крепче мы дружим и едины, тем лучше этот мир станет завтра. Мы одна семья на этой планете. Дорогие участники и гости мероприятия, приглашаю вас на сцену для того, чтобы сейчас вместе соединить наши руки и сделать мощную энергию круга дружбы, запустить ее в мир. И пусть всегда будет мир на этой земле, пусть всегда будет любовь, согласие, здоровье, и чтобы все мы были счастливы, и наши дети всегда улыбались и жили в будущем в мире. Прошлый день уже не вернуть. В этом будущей жизни суть. Передать, сохранить, простить нашим детям здесь еще жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. От счастья по небу кружить. И вновь поднимется заря. Заря поднимется земля. Заря поднимется земля. Жить, жить, жить. Как научиться в мире жить? Объятия утренней зари. Просто любить, просто мечтать. Сердцем своим этот мир согревать. Я помню себя в свои 18. Музыка, спорт, стремление меняться. Тогда в мой успех никто не верил, но вопреки сумел я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо. Учеба, работа невыносима. Единственный сын, единственный шанс. Дипломом ГУ, это мой стимул. В моей же истории все по-другому. Вылетел с курса, не одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я был-то в больнице. Смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Уныние 0, желание жить не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже. Ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс своими руками. Меняй свою жизнь вместе с нами. Жить, жить, жить. Как научиться просто жить. Не воевать, не убивать, а человеком просто стать. А человеком просто стать. Просто жить.